ветрами пляшет. Скоро Новый год грядет, будет праздник у детей. Дед Мороз уж у дверей. Всем привет! Привет! Здравствуйте, ребята! Привет, друзья! С наступающим Новым годом! Как же мы рады видеть вас! Сегодня, по доброй традиции, в канун Нового года мы проводим новогодний турнир среди символов года. Кто же победит в этом году и станет символом 2021 года? Я! Ишь какие! Я не отдам свое место! Я являюсь символом этого года! Пусть Новый год не наступит никогда! Я продолжу властвовать и править! Ха-ха-ха-ха-ха! Дорогая наша крыса, да как же это? Пусть Новый год придет к нам поскорее. Весь год ты трудилась на славу, но в новом году пора и нового символа года выбирать. Итак, друзья, давайте начнем наш новогодний турнир. Ура! В этом году я снова стану победителем и снова стану символом года. Хи-хи-хи-хи. Ребята, вы готовы? Друзья, сели здесь, на месте? Да! Нет, кажется, кого-то не хватает. А где дракон и змея? Вау! Это... Нашего дракона Добрыня Никитич на бой вызвал. У них состоится матч года. Им некогда. Вау! Бе! Змея сказала, что ей больно холодно. Она не хочет выходить из своего дома. Бе! Меньше народа, больше кислорода. Очень жалко. Итак, друзья, наш турнир начинаем с конкурса талантов. Но прежде чем начать, давайте познакомимся с нашими участниками. Бурными аплодисментами приветствуем! Крыса! Бык! Тигр! Кролик! Лошадь! Овечка! Обезьяна! Петух! Собака! Свинья! Наш турнир начинаем с конкурса талантов. In the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat chain like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go. I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. И просто трачу свой прайм на тебя. И просто трачу свой тайм на тебя. Я просто трачу себя, я без сдачи в тебя. Пьяный врач мне сказал, между нами стрельба, между нами война, между нами пыльба, между нами вода, между нами вода. Давай на тет-а-тет, йо, ты и мы тет-а-тет, я прикрываю свой тыл. Пара, -1, я. Где же ты, где я? Тратил себя по КТ, я был стабильно, стал холостым, я чуть не погиб молодым, я просто трачу свой... Бе! Ну, крыса, зачем же так делать? Боже, можно и копыта отбросить. Дисквалифицировать нужно крыску.
Му. Ребят, давайте не будем ссориться. Му. Совсем не умеете петь и танцевать. Во, как надо! Крыса молодец, но надо уважать друг друга. Ну а мы продолжаем. Следующий тур является самым интересным, ведь начинаются спортивные состязания, где мы определим нашего спортивного символа года. На старт! Внимание! Марш! Мы победили! Все! Я буду символом Нового года! Какие вы все молодцы! В этом туре побеждает дружба! Эй! Несправедливо! Я победила! Ладно, в следующем туре я вам покажу. Вам меня не победить! А мы продолжаем далее. В следующем туре будем определять, кто же является самым умным. Друзья, слушайте первую загадку. Если лес укрыт снегами, если пахнет пирогами, если елка в дом идет, что за праздник? Кто знает? Ребят, может быть, вы знаете ответ? Ау! Я знаю, это наш любимый праздник, это Новый год! Правильно! Молодец! Слушаем дальше. Елка в праздник Новый год взрослых и детей зовет, приглашает весь народ в новогодний. Я уверена, ребята, наверное, уже отгадали. Бе! Я, кажется, знаю. Это хоровод. Молодец, овечка! Совершенно верно. Следующая загадка. Снег на полях, лед на водах. Вьюга гуляет. Когда это бывает? Хе-хе. Летом. Неправильно. Думаем внимательнее. Когда же это? Может быть, ребята помогут нам? Береги мои копыта, я вспомнил. Это же зимой. Я знаю зимнюю стужу очень хорошо. Верно. Посмотрим, сможете ли вы отгадать мою следующую загадку. Всюду в этот праздник грохот, взрыв, за ним веселый хохот.
очень шумная игрушка. Новогодняя... Что? Что за шумная игрушка? Я знаю. Это новогодняя хлопушка. Му. Правильно! Какие же вы все молодцы! Разгадали все мои загадки. А мы продолжаем и переходим к следующему туру, где выберем самого доброго символа года. А зачем творить добро? Нужно всякие гадости и пакости учинять. Ведь это гораздо интереснее и веселее. Ха-ха-ха! Крыса, неверно рассуждаешь. На добрый привет – добрый и ответ. Итак, друзья, давайте творить добро. Дней морозных век, не замедляя стрелок, белый-белый снег вновь укрывает города, и происходит так всегда. на витринах вновь Зажгутся поздравления, как из детских снов. праздник любимый к нам придет. Новое счастье, Новый год. Мандарины и шоколад, вновь старые песни о главном звучат. Мы начнем Новый год с новой строчки. Будет счастлив пусть каждый из нас. В каждом доме елка горит, и вокруг настроение хит. Мы начнем Новый год с новой строчки. Пусть 2017 раз. Мандарины и шоколад, вновь старые песни о главном звучат. Мы начнем Новый год с новой строчки. Будет счастлив пусть каждый из нас. В каждом доме елка горит, и вокруг настроение хит. Мы начнем Новый год с новой строчки. Пусть 2017 раз. Дорогие друзья, какие же вы все молодцы! Вот и настал час, пора подытожить наш новогодний турнир и выбрать символа Нового года. Лучше меня никого не сыскать. Я самый лучший символ Нового года. А вот самого достойного символа нам определит Дедушка Мороз. Ведь он все это время следил за турниром. Давайте позовем, ребята, Деда Мороза. 1, 2, 3. Дед Мороз! Дед Мороз! Дедушка Мороз! Ура! Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки. В Новый год я вам, детишки, всем подарочки принес. Ведь в мешке моем хранится то, что каждый очень ждет. Будем вместе веселиться, водить дружно хоровод. А потом я вам, ребята, всем подарочки раздам. Это праздничная дата, пусть подарит радость вам. Но для начала, Снегурочка, нам надо выбрать символа Нового года. Крыса дорогая, не сердись, не гневайся так. Ведь каждый год по традиции мы на новогоднем турнире определяем нового символа. И нынче я хочу доверить это дело нашему самому доброму быку, который с добротой, улыбкой и с легкостью справился с заданием турнира. Ура!
Молодец, бычок! Поздравляю тебя с победой! Я уверена, что с тобой весь год будет добрым и счастливым. Спасибо вам за доверие, я уж постараюсь. С наступающим Новым годом, славные девчонки и мальчишки! Желаю вам хорошего учения, большого вдохновения и умения. Му! Дорогие наши дети, уважаемые воспитатели и учителя, а сейчас примите новогоднее поздравление заместителя главы, руководителя аппарата окружной администрации города Якутска Павла Николаевича Кириллина. И раз, два, три. Дорогие наши юные друзья, вот и у нас 1 год уже прошел после того, как мы последний раз с вами встречались. Год крысы мы сегодня провожаем. Я очень надеюсь на то, что наступающий год, год быка, будет для нас более удачливым, успешным, радостным и счастливым. Вместе с годом крысы уйдут наши какие-то вопросы, проблемы, которые мы не смогли решить в этом году. На следующий год мы верим, что он будет наиболее удачлив. Я хочу пожелать всем вам удач, успехов в учебе, чтобы вы радовали своим успехом своих воспитателей, друг друга, и чтобы ваша дружба с каждым днем все больше и больше крепла. Мы сегодня встречаемся не так, как раньше, когда мы приходили к вам в гости на елку. Мы с вами встречаемся удаленно, но от этого наши сердца бьются не медленнее, а наоборот быстрее. Наша кровь, она не остывает, а наоборот становится все горячее. Дорогие дети, мы желаем вам все новых и новых достижений в новом году. Успехов вам! И, как всегда, в новом году мы что должны сказать? Елочка, зажгись! Раз, два, три! Елочка, зажгись! С Новым годом! С новым счастьем! Ура! В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метель пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Трусишка, зайка, серенький под елочкой скакал. Порою волк сердитый, волк рысою пробегал. Порою волк сердитый, волк рысою пробегал. Вот свет по лесу часто мут под полозом скрипит. Лошадка махноногая торопится, бежит. Лошадка махноногая торопится, бежит. Везет лошадка дровинки, на дровнях мужичок. Срубил он нашу елочку под самый корешок. Корешок. Срубил он нашу елочку под самый корешок. Теперь она нарядная на праздник нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. И много-много радости детишкам принесла. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we got no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I've bought some corn for popping.
The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow. Молодежной администрации города Якутска поздравляем вас с наступающим 2021 годом. Желаем вам здоровья, счастья. Пусть Новый год приносит только радость и улыбки. С Новым годом! Добрый день, друзья! Сегодня мы готовим простое, очень мягкое печенье за 20 минут на сгущенном молоке. Нам понадобится пачка маргарина 180 грамм. Маргарин следует растопить. Затем кладем 2 яйца, полстакана сахара, 1 банку сгущенного молока и 1 чайную ложку соды, гашеной кипятком. Полученную массу взбиваем миксером. Добавим предварительно просеянную муку. Муки нам понадобится 600 грамм. Все тщательно перемешиваем. Должно получиться мягкое тесто. Тесто не должно прилипать к миске и рукам. Делим полученное тесто на 4 части. Каждую часть раскатываем скалкой. Вырезаем формочки. Обратите внимание, я не использую муку при раскатке теста. Как я сказала ранее, тесто не должно прилипать к рукам. Так наше печенье получится очень мягким и нежным. Вырезанные фигурки кладем на бумагу для выпекания и ставим в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Все, наше печенье готово. При желании можно украсить печенье глазурью. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Приятного аппетита и с наступающим Новым годом, дорогие друзья! Всем привет! Меня зовут Мария Васильева. Я председатель молодежной администрации города Якутска. И сегодня покажу вам мастер-класс, как сделать театр теней на примере сказки «Три поросенка». Я очень надеюсь, что вам понравится, и вы тоже сделаете свой собственный театр теней, придумаете своих интересных персонажей и снимете интересные предновогодние истории. Поехали! Давайте начнем. Нам понадобится любая коробка. Я взяла крышку от коробки из-под обуви, клей, режущие предметы, карандаш и линейка. Линейки мне не оказалось. Я взяла карточку и бумага калька, либо любая другая тонкая белая бумага. Так, начнем. На нашей коробке мы должны сделать рамку и вырезать ее. На этом этапе у меня сломался карандаш, но мы не отчаиваемся. Мы его поточили и наконец-то очертили нашу рамку. Вот так. Теперь нам нужно вырезать серединку. Это оказалось непростой задачей, потому что коробка оказалась очень твердой. И вот что у нас получилось. Вот такая рамка. Теперь мы должны в нее вклеить нашу белую тонкую бумагу с помощью клея. У меня клей ПВА. Наносим по всему периметру и приклеиваем нашу бумагу. Видите, она такая просвечивающаяся. Мы видим даже наш стол. Теперь мы берем картон. У меня пивной картон, он достаточно плотный, но вы можете использовать абсолютно любой картон, от любой, например, ненужной тетради старой, обложку. И на нем рисуем персонажей. Так как у нас сказка сегодня будет 3 поросенка, я рисую волка и 3 поросят. Такие у меня смешные получились поросятки. Потом
вырезаем их. И, конечно же, нам нужно нарисовать 3 домика. У каждого поросенка был свой домик. Рисуем домики и тоже их вырезаем. Вот так. Затем я их покрасила в черный цвет. Этого делать совершенно не обязательно. Я сделала это просто для красоты. Теперь мы наши фигурки приклеиваем на шпажки, на любые другие палочки или карандаши, просто скотчем. Вот. Потом мы ставим источник света, лампочку, и вот так у нас получается тень. А теперь посмотрим сказку «Три поросенка». Приятного просмотра! Жили-были на свете 3 поросенка, 3 брата. Кругленькие, розовые, веселые. Даже имена у них были похожи. Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. Все лето поросята кувыркались в зеленой траве, грелись на солнышке, нежились в лужах, и вот наступила осень. Наф-Наф проснулся утром и говорит своим братьям: «Надо подумать о зиме, хрю-хрю. Я весь дрожу от холода. Бррр, давайте построим дом вместе». «Нет, успеется до зимы далеко, мы пошли гулять». И ушли они. Остался Наф-Наф один и решил строить себе дом сам. И сразу приступил за работу. А по лесу уже бродил большой, серый, злой и очень голодный волк. Он ходил и искал вкусных поросят. Когда стало совсем холодно, ленивые поросятки все-таки решили взяться за работу. И Ниф-Ниф решил, что проще и скорее всего смастерить дом из соломы. Ни с кем не посоветовавшись, он так и сделал. Уже к вечеру его домик был готов, и он запел: «Хоть полсвета обойдешь, обойдешь, лучше дома не найдешь, не найдешь». Он был очень доволен своим домиком, пел и любовался им. Пошел он посмотреть на домик Нуф-Нуфа. Нуф-Нуф сначала тоже хотел построить дом из соломы, но решил, что дом будет прочнее и теплее, если его построить из веток и тонких прутьев. Так он и сделал. Затем он с гордостью посмотрел на него и запел: «У меня хороший дом, новый дом, прочный дом. Мне не страшен дождь и гром, дождь и гром, дождь и гром». Отличный вышел дом, решил Нуф-Нуф. И вот от песен Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа проснулся серый голодный волк, который спал под сосной, и побежал за поросятами. Ниф-Ниф только и успел добежать до своего соломенного домика и прямо перед носом захлопнул дверь своей соломенной избушки. Птыщ! Прибежал волк и говорит: «Сейчас же отопри дверь, иначе я ее выломаю». «Нет, хрю-хрю, я не отопру». И тогда волк начал дуть. Он набрал полные легкие воздуха и дунул первый раз. Дунул во второй раз. И дунул в третий раз. И дом из соломы разлетелся в разные стороны, как будто после урагана. Бедный испуганный Ниф-Ниф побежал к дому брата и закричал:
«Нуф-нуф, спасайся! Бежит серый волк!» И они оба зашли в домик к Нуф-нуфу. И тут по пятам побежал серый, голодный, злой, страшный волк. «Это я, бедная маленькая овечка», — сказал волк. Поросята поверили и выглянули, потому что подумали, что овечку можно впустить. Но потом быстро спрятались в дом, и волк рассердился и начал дуть. 1, 2... И 3-й раз дунул так, что домик второго поросенка Нуф-нуфа тоже разлетелся в щепки. В итоге Ниф-Ниф и Нуф-нуф ни живы, ни мертвы побежали к домику Наф-Нафа. А у Наф-Нафа домик из камней, настоящая крепость, крепкий дом. Все зашли в домик к Наф-Нафу и с ужасом ждали волка. Пришел волк и говорит: «Отпирайте дверь». Но 3 поросенка даже не собирались открывать дверь страшному серому волку. И тут он решил, что он сдует и 3-й домик. Набрал воздуха полные легкие и начал дуть. Раз. Но домик даже не колыхнулся. Устал волк, полежал, подумал, подождал, пока поросятки выйдут. Вышел Наф-Наф посмотреть, а он быстро проснулся. Решил волк зайти в дом через трубу. Залез на крышу, и через трубу залезть не удалось. Лежал волк, ждал, пока поросята выйдут, чтобы их съесть. Ходил кругами туда-сюда. Но так и не удалось полакомиться 3 поросятами. И решил он: «Тьфу на вас!» И пошел искать другую добычу. А поросята рады. И все втроем поют песню. Никакой на свете зверь не откроет эту дверь. Хитрый, страшный, страшный зверь не откроет эту дверь. Хоть полсвета обойдешь, обойдешь, лучше дома не найдешь, не найдешь. Волк из леса никогда, никогда, никогда не вернется к нам сюда, к нам сюда, к нам сюда. С этих пор братья жили вместе под одной крышей, и было им зимой тепло и уютно. Вот и все. Вот так просто сделать театр теней и порадовать друг друга интересными представлениями, сделанными своими руками. Уже середина декабря, идет обратный отчет уходящего года, и впереди нас ждет новый 2021 год. Я желаю каждому из вас здоровья, счастья и новых открытий, новых знаний, новых впечатлений. Пусть у вас все будет хорошо. С наступающим Новым годом! Пока-пока, до новых встреч!